На сегодняшний день 13 наших соотечественников находятся в тюрьмах. Обыски, аресты стали повседневным явлением. За 2 года произошло где-то более 200 обысков в домах крымских татар. На сегодняшний день число пропавших людей наших где-то 22 человека. Но это мы имеем сведения, а на самом деле их может быть значительно больше. Из этих 22 пропавших без вести тела, некоторых которых мы нашли, подавляющее большинство крымские татары, но есть еще 3 украинцев. Единственный наш инструмент – это неприятие оккупантов и собирать информацию, доводить до сведения мировой общественности. Если начнутся какие-то действия со стороны крымских татар, типа вооруженного сопротивления, то это будет, по сути, гибель нашего народа. Поэтому мы будем и дальше придерживаться принципов ненасилия. Но, тем не менее, сейчас на границе Херсона и Крыма мы сейчас формируем свое вооруженное подразделение, батальон. Но основная задача этого батальона, конечно, не будет вооруженное освобождение Крыма. Слишком для этого у нас возможности ограничены. Они, во-первых, будут охранять границу, усиливать украинское присутствие в Херсонском регионе, но не исключается, что если там начнутся какие-то кровавые вещи, чистки этнические, то этот батальон, видимо, будет приходить на помощь своим соотечественникам, чего бы это им не стоило. Поэтому многие, они называют себя батальоном смертников.